Здравствуйте, я приветствую вас, всю нашу аудиторию. И, пользуясь случаем, хочу поздравить весь украинский народ, вооруженные силы Украины и всех, кто сегодня поддерживает Украину. Это действительно тяжелые дни, тяжелые времена, испытания. Свобода просто так не дается. Независимость, свобода – это гарантия будущего, что нация сохранится, что справедливость восторжествует. Именно в случае с Украиной это именно так и есть. Я желаю, чтобы мы сумели отстоять независимость Украины, ибо это залог будущего процветания всего европейского континента. Еще раз поздравляю мужественный народ Украины с Днем независимости. Огромнейшее спасибо вам за эти слова. Это очень приятно и очень ценно. Спасибо большое. Ахмед Халидович, что нам показывают события уходящей недели? Путин готов к содержательным переговорам, на ваш взгляд? Юрий, мне на самом деле и очень трудно говорить на эту тему. Знаете почему? Потому что каждый раз, когда Соединенные Штаты Америки или же те, кто наблюдают со стороны за этим процессом, начинают говорить о переговорах, о перемирии, о наступлении долгосрочного мира, это начинает обнадеживать наш народ, народы Украины, народы Чечни и другие народы, которые сегодня с сочувствием относятся. Но, к большому сожалению, ни переговоров, ни остановки войны на этом этапе не предвидится. Мы с вами или с вашими коллегами говорили на эту тему. Путин ни при каких обстоятельствах не встретится и не будет встречаться с Зеленским. А Трамп, или Соединенные Штаты Америки сегодня вывели ситуацию к тому, что перед тем, как прекратят боевые действия, необходимо встречаться лидерам двух стран, чтобы они могли поговорить и прийти к какому-то решению. Это говорит о том, что на самом деле сегодня Соединенные Штаты Америки отказались от своей первоначальной позиции, когда они требовали немедленного прекращения огня. И в этом обвиняли украинцев и украинского президента. Это было 7-8 месяцев назад, в феврале месяце, когда они встречались в овальном кабинете, когда президент Украины говорил, что невозможно с Россией разговаривать и дипломатическими методами добиться чего-либо, то есть прекращения огня или прекращения войны. Но тогда его не услышали. И все сделали так, что сегодня и президент Украины, и все союзники Украины, которые сегодня Украину поддерживают и будут поддерживать до конца, они готовы к тому, что необходимо прекращение, в первую очередь, прекращение огня, то есть убийство людей, о которых так неоднократно заявлял Трамп. И связывает уже вот это действие или свой вклад в прекращение огня не только с сегодняшними реалиями, но и рассчитывает на потустороннем мире попасть в рай. То есть это говорит о том, что ему важна не только Нобелевская премия, которую он хочет получить, но ему хочется, чтобы еще на том свете его вознаградили вот за эти усилия. Но однако сам добровольно сегодня он отказывается от этого. Потому что если Путина не заставит и не принудит к миру, просто дипломатическими разговорами, заигрыванием, усмирениями, методами усмирения в политике и в делах, его к этому привести невозможно. Только жесткие санкции, только сила, которые понимают в Кремле и кремлевские сидельцы, кто бы там ни был, Путин или Ельцин, кто бы ни был. Поэтому, к большому сожалению, Юрий, я не вижу, что на сегодняшнем этапе возможно в ближайшее будущее произойдет что-то, или встреча с Зеленским,
с президентом и остановка военных действий. Но это не означает, что мы должны опускать руки. В любом случае, сегодня ситуация намного лучше выглядит, чем это было 8-9 месяцев назад, когда в овальном кабинете требовали от Зеленского просто капитуляции. А сегодня речь не идет о капитуляции. Это правда, и я, кстати, абсолютно согласен с каждым вашим словом, но тут как бы возникает вопрос. А Трамп не хочет, не может принудить Путина к миру, да? То есть почему? Нет, дело в том, что мне кажется, Трамп, в любом случае, вот администрация Трампа, они понимают, что Путина вот теми методами, которые они сегодня используют против России, против Путина, его нельзя склонить к этому, к мирному решению. Я думаю, у них есть это четкое понимание. Если даже Трамп, он не системный политик, да, мы видим, как он разрушает все эти протокольные табу, которые для, казалось, священная корова, вот протокол международных отношений нельзя нарушить. Он это нарушает запросто. И в то же время мы наблюдаем, я лично наблюдаю за тем, что эти действия не спонтанные. Хотя на первый взгляд они кажутся спонтанными. Мне кажется, сегодня Соединенные Штаты Америки, и в частности республиканцы, для себя поставили задачу другими методами отличия от Байдена оказать воздействие. И вот все, что сегодня делает Трамп и администрация, она приближает Россию к краху. На словах они пытаются, я не знаю, это искренне или не искренне, но они пытаются спасти Россию, но Путин им мешает это сделать. И в этой ситуации они как бы демонстрируют нам, что они использовали все, и кнут, и пряник, но ничего не действует. И поэтому в этой ситуации я думаю, что каждая встреча или каждый телефонный разговор Трампа с Путиным сокращает шансы, возможности России сохраниться как империя. Это все приводит к тому, что рано или поздно, на каком-то этапе Соединенные Штаты Америки должны будут сказать, что все, enough is enough. Это только может работать. И только в этом случае, когда они сегодня намекают о том, что почему нельзя победить захватчика, в какой войне можно его победить, наступательная или оборонительная. Вот эти все высказывания, они имеют двоякий смысл. Это и месседж Путину, с одной стороны, и в то же время якобы он говорит о том, что вот Байден не давал возможность украинцам победить в этой войне. Но он тут не виноват. Это вот такое двойное, это медали с двумя оборотами, это медаль с двумя оборотами. Это и угроза с одной стороны для Путина, а с другой стороны, как бы он его поддерживает и успокаивает украинцев, что они не победили не потому, что они слабые, а потому что им вот этот плохой Байден не дал победить в этой войне. Но это тоже закончится. Я смотрю и наблюдаю за тем, как работает Марко Рубио, как он организовывает все эти мероприятия. И ответственным за это направление, на самом деле, хотя на первом плане и Витков, и Кит Келлогг, но ответственным за все, что происходит сегодня в России, и между Украиной и Россией, ответственным является Марко Рубио. И он проводит очень хорошую работу. И сам факт, что они сегодня публично начали заявлять о гарантиях безопасности для Украины, общими силами Соединенными Штатами Америки, это исключительно большой успех администрации Трампа. Тогда к чему все эти разговоры о встрече? То есть мы-то понимаем, что эта встреча не состоится. Путин не поедет на эту встречу. У меня вопрос. Во-первых, что будет делать Дональд Трамп в этом случае? Он сказал, 2 недели, я что-то сделаю. Либо санкции, либо ничего. Так, а что это за позиция? Либо санкции, либо ничего. Юрий, это и есть ответ Трампа. Да? Вот пока они не будут готовы к тому, чтобы сломать хребет России, они будут вести именно вот эту тактику поведения. Вот именно Трамп отражает вот это все. И как бы все неудачи будут списаны на Трампа, которые возможны. Но в данном случае я уверен в том, что американцы готовятся к очень серьезному шагу с тем, чтобы вынудить Россию на долгосрочный мир с Украиной.
Я уверен в том, что они готовятся. Это не спонтанные действия, которые мы наблюдаем. Хотя со стороны это кажется, вот, что Трамп такой непредсказуемый, и так он ведет себя как бы очень безответственно. Но на самом деле за каждой встречей, за каждым телефонным разговором стоит определенное действие, которое в последующем будут предприняты Соединенными Штатами Америки для того, чтобы завершить эту войну. Можно ли сказать, что в месседже Трампа, якобы там сигналом Путину, что там в обороне Украина не сможет победить, а вот с другой стороны месседж, что это украинцы храбрые, но Байден на самом деле вам не помог. Есть и третий как бы посыл. И этот третий посыл заключается в том, что у вас нет карт, украинцы. Вы в обороне сидите, вы молодцы, конечно, но вы не победите таким образом. Значит, у вас нет карт. Вам нужно садиться и договариваться. Ну, это можно было бы так трактовать, если бы не вчерашний визит генерального секретаря НАТО, который приехал в Украину и всецело заверил украинский народ, что Украина не одинока в своей борьбе и что НАТО и союзники будут помогать столько, сколько необходимо для этого. И поэтому, а вы знаете, что НАТО без ведома администрации президента Соединенных Штатов Америки или без ведома администрации Соединенных Штатов Америки такого рода заявления не делали бы и не сделали бы. И вот саммит НАТО, который прошел 2 месяца или 1,5 месяца назад, где они определились повысить ставки до 5%, это означает собрать деньги для поддержки Украины. И это все на наших глазах происходит. И саммит в Соединенных Штатах Америки в Вашингтоне с участниками европейских лидеров и с участием НАТО. И не случайно там был президент Финляндии. Вы помните, мы помним по истории, да, что финская война, чем она закончилась и как и что происходило все эти годы, период холодной войны. Финляндия занимала нейтральный статус. Я думаю, что сегодня европейцы и Соединенные Штаты Америки совместно вырабатывают именно такую позицию. Вот аналог финской войне после войны, после сталинской войны, что Украина будет укреплена, но в то же время она будет сохранять нейтралитет, как сохраняла Финляндия до 22 года. Она не вступала ни в какие военные блоки, но при этом за ней стоял западный мир, и все это понимали, и все это принимали. Я думаю, что вот этот сценарий хотели предложить Путину для того, чтобы он завершил войну, заморозив конфликт по линии фронта. Но Россия не может на это пойти. Юрий, мы с вами говорили об этом. Путин на сегодняшний день не может принять вот то, что ему предлагает Трамп или Соединенные Штаты Америки во имя спасения России. Но он этого делать не может, ввиду очень и субъективных, и объективных обстоятельств, которые сложились в России с 2014 года, когда он впервые заговорил о отъеме аннексии Крыма, последующем о Новороссии. И уже в 2022 году он недвусмысленно заявил, что Украина – это не государство. И когда он говорит о первоисточнике проблемы или войны, что это не ликвидировано, он имеет в виду, что не ликвидировано украинское государство. А сегодня Украина – это не Чеченская республика. Украина – это европейская страна с мощным потенциалом, который сегодня может на самом деле стать гарантом безопасности вот этого всего континента. И поэтому сегодня европейский континент, Европейский Союз и другие союзники Украины не дадут проиграть в этой войне Украине. А Путин не в состоянии выиграть эту войну. Но в то же время остановить войну для Путина означает крах его политики, это фиаско. Вот все, что он делал все эти годы, с 2000 года, он вел Россию вот именно к такому логическому концу. Обратите внимание, вот все победы Путина, это все тактические победы и стратегическое поражение. Вот это же мы наблюдаем и сегодня. Вот на Аляске прошла встреча, триумфальная встреча Путина, да, он на красной дорожке. Казалось бы, вот какая победа.
Это тактическая победа, действительно. А стратегическая – это поражение, потому что вот за этим дальше он не может сделать второй шаг. А Соединенные Штаты Америки не могут все время идти на поводу и оставаться великой державой. А статус великой державы ни Трамп, ни его администрация не готовы снизложить к ногам Путина. Они будут вынуждены открыто занять позицию Украину в этой войне. И они к этому идут. И все подготовки они делают в этом направлении. И поддержка европейского континента, значимость европейских лидеров и Европейского Союза, насколько усилил позиции Европейского Союза именно Трамп, именно своими действиями. То, что сегодня Европейский Союз выступает в качестве субъекта очень сильного игрока в международных делах, это прямая заслуга на самом деле Трампа и его администрации. И поэтому сегодня Украина, если до сих пор или до появления Трампа в Белом доме имели союзниками европейских лидеров, еще не было такого единства, которое они имеют сейчас, то сегодня Украина имеет мощную поддержку со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и не только членов Европейского Союза. Вот коалиция, которая сегодня, так называемая, желающие помочь Украине, эта коалиция будет играть огромную роль наравне и с Соединенными Штатами Америки, и с Европейским Союзом. Но получается так, что представители этой коалиции желающих сейчас ссорятся, потому что между Францией и Италией вспыхнул как бы дипломатический скандал вокруг как раз темы возможной отправки европейских войск в Украину. Рютте ведь приезжал для того, чтобы гарантии безопасности обсудить, а европейские войска в Украине – это часть этих гарантий. И вот Маттео Сальвини, это вице-президент Италии, он сказал о том, что если Макрон так хочет отправлять войска, пусть он одевает каску, берет в руки оружие и едет туда. Нет как бы общего понимания, нет общего дело в том, что это соглашения. Юрий, это не означает, что все 27 стран будут участвовать в наземных операциях Украины или присутствовать там. Каждая страна несет свою лепту для обеспечения гарантии безопасности. Кто-то пошлет войска, кто-то будет финансировать, кто-то будет заниматься еще чем-то. Да? Но в целом подход Европейского Союза и саммит лидеров европейских стран в Вашингтоне говорит о том, что принципиальное решение о обеспечении гарантии безопасности Украины это и есть. А какая форма и кто будет в этом и какую роль исполнять и кто какую лепту несет, это вот такие внутренние разговоры. Да, вице-президент может высказывать свое личное мнение, но решение по этой проблеме принято на уровне европейских стран и лидеров Европейского Союза. И поэтому отменить вот это решение, в частности, никто из них не может. Ни Венгрия, ни Словакия, ни Италия. Тем более позиция Италии, мы знаем, да, она очень четко поддерживается и поддерживает и Украину, и Трампа в его действиях, которые направлены на обеспечение уже не только мира, но и обеспечение гарантии безопасности для Украины. А вот можете, пожалуйста, разъяснить логику? Потому что получается так, что даже если будет как бы общее понимание, какими могут быть гарантии безопасности для Украины, в контексте, в том числе, введения войск, вот одна страна финансирует, другая отправляет войска, третья что-то еще, и то в тыл, как бы не на передовой, а в тылу, чтобы были эти войска. Москва все равно против. То есть и Лавров, и Путин, и другие все военные преступники говорят о том, что мы не потерпим этого. Не будет военных войск, и это одно из условий. В Украине в качестве якобы гарантии безопасности. Как вот с этим быть? Ведь две стороны должны подписать договор, а Москва даже по этой причине откажется его как бы подписывать. Что думаете? Дело в том, что эти гарантии даются, гарантии безопасности Украине даются от России. Они не могут быть согласованы с потенциальной угрозой для Украины. Это исключено, это нонсенс. Как бы сегодня Лавров там не выкручивался, он в этом процессе участвовать не будет. А вот тот вариант гарантии безопасности, о которых говорит Лавров и участвует Россия, это был 1994 год, меморандум, который подписали вместе с Россией и гарантировали мир, безопасность Украины. Мы знаем, чем это закончилось. И второй раз
Украина не готова будет наступать на те же грабли в этой ситуации. И поэтому, мне кажется, что бы там Лавров не говорил и Путин не говорил, гарантии безопасности будут исходить уже от тех, кто кровно заинтересован в этом. И еще другое, Юрий. Дело в том, что Украине никакие наземные войска не нужны. Украинская армия – это эталон сегодняшних военных структур и военных сил на всем европейском континенте. На самом деле это Украина заменит американские войска на европейском континенте. И все к этому идет. Такой подготовленной, профессиональном отношении армии, вооруженных сил нет ни у какой страны. И Украина сама в состоянии обеспечивать свою безопасность, если будут усилены вооруженные силы Украины необходимым вооружением и средствами, которые имеются сегодня у Европы. И Европа, вкладывает и инвестирует эти средства не только для обеспечения безопасности Украины, но и своей собственной безопасности. Когда Урсула фон дер Ляйен говорит о выделении почти триллиона на оборону Европейского Союза или Европы, европейского континента, я уверен в том, что из этих средств 50%, если не все 60-70%, будут направлены для обеспечения, для вооружения Украины и украинских вооруженных сил. Потому что на этом континенте другой армии, которая может сегодня противостоять России, просто другой армии нету. А как вы относитесь к тому, о чем сейчас пишет пресса, что Китай якобы готов отправить свою миротворческую миссию в Украину? Ну, то есть, как бы тех же военных отправить в Украину, только вот с китайской стороны. Нет, конечно, это чистая такая провокация со стороны Кремля, кремлевской пропаганды. Лукашенко сидит там, Китай, еще Ким Чен Ир, они тоже отправят свои войска для обеспечения, в статусе миротворцев. Это нереализуемо. Это в любом случае Китай никогда не будет настаивать на этом, потому что они понимают, с кем и с чем они имеют дело. И Китай не будет участвовать в этих провокациях. Да, может быть, какой-то проброс такой информационного средства массовой информации, оно прошло, но на уровне китайского политического руководства эти мысли никогда не будут озвучены даже. Я абсолютно уверен в этом. Что вы думаете по поводу учений Запад-2025 в Беларуси? Украина как бы официально рекомендовала Беларуси не приближаться к границам и не провоцировать вооруженные силы Украины. Но это Лукашенко, и понятно, что он не сам принимает решения. Есть ли опасность? Я не думаю, что вот на этом этапе, да, вот на сегодняшнем этапе есть какая-то угроза с их стороны, потому что министр иностранных дел Украины недвусмысленно выразил свою позицию Украины в этих вопросах. Он сделал заявление и предостерег Белоруссию от приближения к украинской границе. Я думаю, за этим наблюдают все, не только украинские спецслужбы и соответствующие структуры, но и НАТО, и все европейские страны. Я не думаю, да, это как бы со своей стороны напоминание о том, что происходило в 2022 году. 2021-2022 год собирались проводить учения, и это войска остались в Беларуси, и в последующем они совершили агрессию с территории Беларуси, Украину. Вот на этом этапе, вот на то, что мы сегодня наблюдаем, и теми процессами, которые происходят, да и в самой России, у них там не все так гладко, как они это сегодня пытаются представить Трампу. И Трамп начинает вникать в ситуацию и в проблему. И я думаю, что вот последняя встреча Зеленского с Трампом, во многом Трамп пересмотрел свое отношение и по всем вопросам. И по линии фронта, и по поводу наличия карт у Украины, у кого они есть, у кого нету. Потому что первая встреча в овальном кабинете в конце февраля, в марте, она была рассчитана на то, чтобы Зеленский пытался донести и проинформировать американскую сторону, что происходит. И разъяснить им свою позицию.
Тогда ему это не дали делать. Но вот последняя встреча, я уверен в том, что именно в большей степени, и вот карту, которую повезли, и линии фронта, где проходит, и сколько там, какие потери, сколько времени Россия пытается прорвать эту оборону, Трампу и администрации четко объяснили, что происходит на самом деле на линии фронта. И с этого времени позиция и отношение администрации именно даже к военному составляющему, оно изменилось, я абсолютно уверен в этом. И поэтому сегодня будут поддерживать, если даже будет какая-то провокация со стороны Беларуси или вот после этих учебы, это будет работать только на руку украинцам и нам, потому что тут уже не останется никаких других вопросов, кроме как сломать хребет этому агрессору. Никаких других политических и дипломатических принципов для решения и достижения мира, у остального мира не останется, кроме как силового решения. Поэтому я абсолютно уверенным я не могу быть, потому что они на самом деле сумасшедшие. То, что они начали войну в 22 году, это было уже сумасшествие. А как они себя поведут сейчас, это тоже вопрос. Но мне кажется, что украинское и военное руководство, и политическое руководство, они наблюдают за этим процессом и готовы на любой вариант и на любую акцию со стороны России. Давайте смоделируем ситуацию, Ахмед Халидович. 10 октября, Осло, объявляют победителей Нобелевской премии. И вот Нобелевскую премию мира получает Дональд Трамп. Не потеряет ли он в таком случае мотивацию урегулировать войну? Или не получает Нобелевскую премию, и при этом не потеряет ли он мотивацию? Год ждать, там, несправедливо, я 6 войн урегулировал, это несправедливо, что мне не дали. Опять же, умыть руки и сказать пока. Раз уж все рассуждают, что для него так важно получить эту Нобелевскую премию. Исключительно с этим связан мой вопрос. Нет, дело в том, что, мне кажется, он Нобелевскую премию не получит, и отойти в сторону, если бы он был бы один, и за ним не стояла бы страна, Соединенные Штаты Америки, он лично там мог бы обидеться и уйти. Но он сегодня президент великой страны. И эта страна не может сегодня не участвовать в переделе мира. Сегодня на самом деле происходит передел влияния и мира. И Соединенные Штаты Америки не могут уйти с этого континента просто по одному капризу Трампа или кого бы то ни было. Америка будет участвовать в этом процессе, независимо, станет ли Трамп лауреатом Нобелевской премии или не станет. Да, это для него мотивация, конечно, то, что он сегодня пытается, но в этом году он лауреатом Нобелевской премии точно не станет, потому что даже сам процесс рассмотрения этих вопросов, он уже практически заканчивается. Если бы он прилюдно с самого начала не говорил бы о том, что 24 часа, 2 недели, 50 дней он закончит войну, может, у него был бы шанс. Но так он сам привязал свое лауреатство в Нобелевской премии именно украинско-русскому военному конфликту. И не решив этот вопрос, рассматривать его фигуру в качестве лауреата, я думаю, что если даже, выдвижение, оно может быть, выдвинуть мы можем тебя или меня сегодня же, да, как бы если у нас будут. А вот как это будет проходить, это другой вопрос. Мне не кажется, что... Я не увязываю, хотя мы привыкли говорить, потому что Трамп сам это постоянно выдает, да. Это не тот случай, когда Соединенные Штаты Америки могут обидеться на комиссию Нобелевской комиссии и уйти в сторону от этой ситуации, которая складывается в Европе. Ахмед Халидович, сообщается о том, что якобы в ночь с 8 на 9 и с 9 на 10 августа были совершены попытки ВСУ атаковать объекты в Чечне. Об этом военный преступник Кадыров заявил. А я хочу вас спросить, а какие объекты на территории Чечни были бы интересны, скажем так, для вооруженных сил Украины? На сегодняшний день их нету на самом деле. Это очередная пропаганда, кадыровская пропаганда. Он хочет представить свою значимость для Кремля и что он наравне с Россией страдает, с Кремлем. Это абсолютная очередная пропаганда.
у Украины никаких объектов, которые могли бы сегодня каким-то образом заинтересовать украинскую сторону для нанесения удара по России, по российскому военному промышленному комплексу, на территории Чечни их нет. То, что было, вот это учебный центр, который использовался, по нему был нанесен удар, а остальных ничего другого просто на территории нет. Что сейчас там происходит? Сегодня продолжается оккупация Чечни, продолжается издевательство над народом, продолжается вся та трагедия, через которую проходит чеченский народ уже последние 30-35 лет. Ничего нового нет, никаких изменений нет, и никаких изменений не предвидится до разрешения русско-украинской войны. Вот только исход и итог этой войны может изменить ситуацию в Чеченской Республике в лучшую сторону. Только это. Вы это увязываете? Абсолютно. Я это увязываю, это напрямую связано с ситуацией в Украине, и поэтому наша работа, работа нашего правительства и всех тех структур, которые входят в структуру ичкерийского правительства, они сегодня всецело занимаются тем, чтобы оказать поддержку Украины и участвуют в этой войне наравне с украинскими вооруженными силами. Потому что мы это не только наш жест доброй воли поддержать украинский народ, но это и гарантия обеспечения безопасности и деоккупации нашей страны напрямую связаны с исходом этой войны.